У храмах служаць боскія літургіі. Духавенства мяняе цёмныя уборы на светлыя. Вернікі выпускаюць у неба голубоў, якія сімвалізуюць Святы Дух. І просяць у Богородицы заступніцтва і дапамогі. Архангел Гавриил был послан с небес, чтобы благовестить Пресвятой Деве Марии о рождении Сына Божия. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», обращается он к ней. И она в тишине своего сердца говорит ему: «Да будет мне по слову твоему». Этот момент Благовещения Престой Богородицы сегодня мы с вами молитвенно отмечаем и просим, чтобы молитвами Престой Богородицы, Архангела Гавриила, Господь укрепил наши духовные, телесные силы, чтобы и для нас этот глаз Архангела был призывом к жизни вечной. Пусть Господь хранит вас всех в добром здравии, в спасении на многое и благое лето. С праздником Благовещения Престой Богородицы, дорогие братья и сестры! Великий праздник нашей Богородицы, которая укрывает нас всем своим покровом. Сегодня была очень красивая служба. И вообще, это вот для меня, например, это душа моя. Вот она меня сейчас поет. Для меня это очень семейный такой душевный праздник. Я считаю, что каждый должен посетить храм в этот праздник. Во-первых, пост. Осталась такая неделька, и уже воскресение Христово. Вот. И обязательно позвонить своим родным и поздравить. Благавешчанне займае асаблівае месца ў праваслаўным календары як адно з самых важных святаў. З даўніх часоў у гэты дзень забаранялася выконваць якую-небудзь працу і народная прыказка. На благавешчанне і птушка гнязда не ўе, падкрэслівае выключную святасць гэтага дня. Калі ён прыпадае на час Вялікага посту, дазваляюцца паслабленні.